Добрый вечер. В эфире Абхазского телевидения еженедельная программа «Суть дела». В очередной раз мы стали свидетелями противостояния оппозиции и власти. В этом году уже второй митинг. Если первый у здания МВД перерос в беспорядки, то на сей раз все удалось разрешить и мирным путем найти компромисс. Чтобы поговорить об этом, мы пригласили в студию вице-премьера правительства, министра внутренних дел Аслана Кубахи. Аслан Алексеевич, мы рады вас видеть в нашей студии. Большая ответственность легла на ведомство, которое вы возглавляете. Все-таки накал страстей был высокий. Как удалось все разрешить мирным путем? Как обеспечивался порядок? На протяжении нескольких часов ваши сотрудники на холоде следили за соблюдением порядка на митинге. Расскажите, как все это проходило? Я хочу немножко вас поправить. Вчера не один митинг был, а два митинга. Сложность всей этой проблемы заключалась в том, что два митинга и с противоположными взглядами на ситуацию, на проблемы, которые есть в стране. И сложность в этом заключалась. И правоохранительные структуры Абхазии, не только МВД, и все остальные силовые структуры уже несколько дней находились на повышенной боевой готовности. Мы отслеживали ситуацию, наблюдали за действиями, разговаривали, предупреждали, влияли на ситуацию. В день митинга наша задача была сделать все возможное для того, чтобы страсти как можно утихомирить. И главное, не дать возможность соприкоснуться участникам двух митингов. Что самое удивительное и больное, что все эти люди, которые и там стояли, они очень близкие. Не просто там знакомые, а родственники. Один брат стоит на этой стороне, второй брат стоит на той стороне. Но так получается у нас у абхазов. К большому сожалению, последние годы, что мы без митингов никак не обходимся. Но вчера была тревога, но боязни никакой не было. Личный состав. Мы со всеми, еще раз повторяюсь, другими правоохранительными структурами делал все от них зависящее для того, чтобы они наш народ боялся кровопролития. Я в это верил, честно говоря. Я с самого начала абсолютно верил, что мы обойдемся без каких-либо... Мы вообще не имеем права. А были ли такие моменты, когда что-то могло произойти? Я бы так сказать не могу. Но митингующие с той и с этой стороны, основная часть, очень много молодежи. Я еще с войны знаю. Молодежь можно накрутить, а потом остановить очень сложно. И мы, когда накручивали, бывало так, не там, где неправильно, мы имели очень плохие результаты во время войны. Я не хочу анализ многим атакам делать нашим, которые в войну прошли. Но там тоже мы молодежь накрутили, а потом в итоге до конца не смогли привести в мир. Десятки, а бывали и сотни. Я вообще советую политикам всем быть очень осторожны с молодежью. Очень осторожны с молодежью. Это наша молодежь, это наше будущее, это наше настоящее. И это больше всего со старшим поколением проще и легче говорить. Молодые, они амбициозные, они очень дерзкие, они очень порой прямолинейные, и с ними сложно. С ними всегда надо быть очень осторожным. Я что хочу сказать. И с той, и с этой стороны все-таки политики, они поняли ту ответственность, которая на них ложится. Поверьте мне, что я до сих пор не знаю, о чем они там договаривались. Главное, у меня был разговор с нашими боевыми друзьями, полевыми командирами, которые мне просто сказал: ребята, сядьте вы, договоритесь. Для меня самое главное было, и остается и вчера, и сегодня, и завтра, это безопасность наших граждан. Мы перед эфиром с вами говорили, разве это допустимо, что мы настолько накалили обстановку, что детей в школу не пустили. Страна ждала войны. Что такое войны? Гражданской? До чего мы довели? Что случилось? Да ничего такого страшного нет. Мы не имеем права никогда ставить на кон нашу победу. Победу, где тысячи жизней отданы. Это не наши жизни, это жизни ребят молодых, которые уже 20 с лишним лет в земле лежат. И никто не имеет права рисковать этой государственностью. Весь личный состав МВД вчера безоружный был.
Я приказ такой дал. Мы голыми руками пришли туда. Хотя мы знали, что и с той, и с этой стороны есть люди вооруженные. И мы, не дай бог, если что, мы просто живой щит между ними. Мы им это сказали, и тем, и этим. Они это тоже понимали. Я, наверное, думаю, что ту благодарность, которую высказывала и обе стороны, говорили о том, что мы правильно действовали. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы, знаете, накал страстей спал. Мы никому не дали, как говорится, вот на митинге мы не влияли, но в крайнем случае вне митинга мы никому не дали провоцировать ситуацию. Вот что мы делали. Все-таки, слава богу, вот эти опасения, что может какое-то столкновение произойти, они не оправдались, но, на ваш взгляд, чья заслуга того, что вот такой компромисс... Люди начали говорить друг с другом, говорить начали, Ну, договариваться. Ну, слушайте, понятное дело, неужели они же видят общественное мнение не в пользу этих противостояний. Знаете, если они не будут между собой находить компромиссные варианты, и та, и эта сторона, как политические движения, закончат быстро. Общество быстро поставить на других. Это надо понимать. Знаете, бросать оружием. Вы знаете, вот то, что происходило у нас, те вот оперативные данные, то, что в парламенте было, там кто-то так там сказал, не так. Нет, ребята, надо быть очень ответственным и осторожным быть. Если мы хотим политикой заниматься, если мы хотим голос своего избирателя иметь, с этим избирателем надо осторожно быть. Надо его уважать. Не надо на его психику влиять. Мы просто людей до какого состояния довели. Я надеюсь, что мы все это поняли. Я надеюсь, что наконец-то мы дадим нашим людям спокойно и Новый год встретить, и дальше жить. Другого пути у нас нет. Вы понимаете, абхазская государственность никому не нужна, как только нам, абхазам, нам, гражданам Абхазии. И слева, и справа, я открыто это скажу. Да, есть определенные силы, которые нам помогают в Российской Федерации. Сегодня Путин, все абхазы должны ему быть благодарны, а завтра его не будет. Что, особо кого-то интересует в России абхазскую государственность? Если мы, в Грузии так и понятно все. Так что это нам надо. Если это нам надо, давайте его оберегать. Вот моя позиция. Я, честно говоря, о политике не хочу говорить. То, что я говорю, это не политика. Давайте мы общественный порядок будем соблюдать. Нам, сотрудникам МВД, службы государственной безопасности, не внутренними вопросами. У нас есть люди, которым мы должны заниматься. Это преступники, убийцы, грабители. Более важные проблемы. А чем мы занимаемся? Мы от чего отвлекаемся? Эти гуляют себе в полный рост, когда мы весь личный состав, несколько дней повышенной готовности. А зачем мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы, кровь не пролилась. А преступники себя вольготно чувствуют. Да, правоохранительную структуру поднимать надо. Да, много проблем там. Это все, это наша милиция. Другой милиции у Абхазии нет. Там очень много проблем, которые надо решать. Но как мы будем решать, если мы так будем относиться? Если мы обиделись, пришли там, камни кидали в эту милицию, зажигательные смеси кидали. И вчера милиция показала, что она народная. Никакой другой нет у нас. Конечно, к ней претензий очень много. Конечно, там много недоработок. Все это понятно. Нас часто ругают, и справедливо ругают. Но другого нету. Давайте вместе исправлять. Давайте его поднимать. Пока, понимаете, правоохранительные структуры крепко на ноги не встанут, пока та же политическая система, которой президентом объявлено, что распределение полномочий президента и парламента, все это надо делать, все это надо в купе делать. Знаете, и тогда правоохранительная структура, когда будет крепкая в Абхазии, никогда у нас не будет никаких проблем с нашей государственностью. И то, что, понимаете, когда полевые, те же ребята, наши боевые друзья, поехали в Минобороны, вместе сели, начали разговаривать, и они вчера, кстати, между прочим, основу выхода из ситуации, сколько я знаю, не то, что я точно это знаю, заложили боевые ребята. И с той, и с этой стороны. Ребята, которые прошли войну. Ребята уже очень зрелые, взрослые люди.
В общем, разговор нужно... Разговор, да еще разговор. Снизу. Понимаете, вот встретились, какая-то группа с той стороны, с этой стороны, у них не получилось. То пусть встретятся другие. Да у нас сотни, тысячи этих ребят, еще, слава богу, живых много. У одних не получилось, у других должно получиться. Раскол общества, об этом уже вот много лет говорят. Но сейчас вот этот вот мир, этот компромисс, который опять-таки, нашли, я не знаю, того, что вот нет, знаете, я вам раскола. скажу, никакого раскола нет. Его нет. Надо его придумывать. Каждый политик, когда ему выгодно, он кричит, что есть раскол общества. Когда ему не выгодно, никакого раскола нет. Есть разные политические взгляды. Что нормально в демократическом государстве. Что за раскол общества? Кто-то кому-то не ходит, кто-то кого-то на свадьбу не пускает или на похороны не пускают. Врагами друг друга объявили. Но нету этого. Зачем придумывать того, чего нет? Есть разные политические взгляды. Это нормальный процесс. Знаешь, есть оппозиционная риторика. Понятно, выгодно, там так говорит. Нету никакого, его не надо придумывать. Никакого раскола общества в абхазском обществе нет. На политической основе покажите мне, какие происходили бытовые стычки. Да нету этого. Да, вот в 2004 году там что-то было, все. А есть разные... Тот человек, который не способен уважать другое политическое мнение, это другой вопрос. Это, к нему надо предъявлять другие методы воздействия. В общем, проблема не в обществе, а в отдельных личностях. Слушайте, давайте мы все время вот вокруг общества шашками махаться не будем. Оставим мы это общество в покое. Дадим мы им спокойно жить. Общество хочет спокойно жить. Общество давно сказало всем, дайте, ребята, спокойно нам жить. Вот что надо, что обществе надо. А не надо кричать, что раскол есть, раскол есть. А то, что мы будем кричать, раскол есть, никакого, и придумать, и что-то объединить невозможно. Никакого раскола нет, и не было. Невозможно абхазское общество расколоть. Знаете? Только давайте мы не будем делать то, что в радость нашим врагам. Вот что. Вот что мы себе, порой делаем. И не только одна сторона. Все стороны. Очень осторожно надо относиться к абхазской государственности всем до единого, от власти до оппозиции. Все-таки сейчас, когда вроде бы вот мир наступил, компромисс найден, какие задачи перед вашим ведомством и как вообще вот эти внутриполитические события сказываются на вашей работе, на решении этих важных проблем? Вы поймите одно, невозможно бороться с преступностью в государстве, где нет политического спокойствия. Если нет спокойствия, то я вас уверяю, я это говорил личному составу. Если мы будем жить без политических потрясений, бороться с этой преступностью, даже в тех мизерных наших условиях, возможно. И нужно, и возможно. Мы это будем делать. Но если нас все время будет отвлекать от главной нашей задачи, мы должны общество защитить от людей, которые мешают им спокойно жить. Эти люди, которые себе избрали путь быть преступником. Как мы будем бороться, если мы будем часто отвлекаться на такие работы? Но самое главное, что нам удалось, и не то, что удалось, я думаю, что мы понимаем уже друг друга в МВД. Министерство внутренних дел не служит министру, не служит президенту. Министерство внутренних дел служит абхазской государственности. Соответственно, понимаете, я как министр и президент, все ставят перед этой структурой одну и только задачу. Охрана общественного порядка. Больше всех, наверное, нуждается в спокойствии и милиции, потому что тогда нам легко и просто заниматься своей профессиональной деятельностью. А поверьте мне, что в этом МВД есть очень много высокопрофессиональных, порядочных людей, которые умеют и хотят служить Родине. Их не видно, их не приглашают в такую студию, они и не придут. Но там десятки, а порой и сотни людей, которые действительно днем и ночью рискуют жизнью и находятся на страже государства. Руслан Алексеевич, у меня на этом все. Я просто хочу обратиться к многострадальному нашему народу. Мира и спокойствия, дорогие соотечественники. Скоро Новый год. Дай Бог, чтобы у вас все было хорошо в Новом году. Дай Бог, чтобы Новый год, который буквально через 2 недели наступит, принесет
нашей стране процветания, а вам благосостояния. Удачи вам всем. Спасибо вам большое. И нашим телезрителям я напоминаю, что у нас в гостях был вице-премьер правительства, министр внутренних дел Аслан Кубахи. Говорили мы о том, что происходило на митинге вчера и как правоохранительные органы обеспечивали порядок.